были представители, значит, и ингушей, и представители с Дагестана. И даже были некоторые братья арабского происхождения, те же вот выходцы с североафриканских стран, которые просто поддержали чеченцев, потому что они стали они увидели, что несправедливость с той стороны, и поддержали. Баракалла. И даже французы. Мы просто, пользуясь случаем, хотели поблагодарить всех этих парней, всех этих братьев, которые вот там приняли участие. Мы как бы не упоминаем, они не упоминаются ни в СМИ, ни каждый раз, когда мы выступаем. Я, например, выступаю каждый раз от имени Ассамблеи чеченцев Европы, и как бы не получается каждый раз говорить ингуши, дагестанцы и так далее. Но они там были, мы это знаем, и мы, вот, Ассамблея чеченцев Европы, всех их благодарит за их участие и за их беспокойство. И вот это передать. И тебе еще раз спасибо за беспокойство и за это за переживание. Я прошу прощения, понимаю, что вы опаздываете. Очень важная мысль. Вот мы все видим, как ты свободно владеешь французским языком, как ты достаточно уверенно держишься перед камерой, общаешься с журналистами, отвечаешь на провокационные вопросы. Скажи, пожалуйста, насколько важно сегодня кавказцам, насколько важно сегодня мусульманам владеть языками, уметь работать в информационной сфере, добиваться, защищать справедливость, истинное положение дел и свои права именно в информационном поле? Потому что сегодня все основные битвы, разрушения